Али Терхоев – лесничий с 30-летним стажем, знает этот участок леса как свой собственный дом. Он не просто работает здесь, он живет, дышит им, чувствует его пульс. Его рабочий день начинается в 8 утра. Говорит, сначала руководитель ставит задачи на день. Кому-то проверить состояние лесных посадок, другому осмотреть противопожарные полосы, а ему проконтролировать участок, где часто бывают нарушители. На место он выезжает незамедлительно. Проверяем нарушения вот во время ночью или утром, когда здесь нету, нарушения есть или нет, выявлять лесонарушения. А также, кроме леса, бывают ветровалы. Ветер, когда сильно бывает, приходим, осматриваем, где у нас сильный ветровал, где упали, где дороги засыпаны, где надо очистить. И также следим за санитарность леса. Если она поражается, мы доводим до своего руководства, что где-то вот здесь насекомые повреждают лист деревьев. Подъезжая к опушке леса, определить, был ли тут кто чужой, легко. Это видно по состоянию дороги. Если заросшая, значит техника сюда не заезжала, говорит Али. По его словам, лес – это жизнь, это его второй дом, любимое место на земле. Ребенком я каждый день был в лесу. В те времена у нас здесь ничего не было хорошего, кроме леса. Там берешь палки, как сабли, вот бегаем, дети сюда, постоянно в лесу были. Вот мне уже 16 лет было, я 8 классов окончил здесь. И, природа, моя мечта была вот природа, лес, лес, лес. О его добросовестной работе свидетельствует и благодарственная грамота от Департамента лесного хозяйства по ЮФО. Ее вручили Алию за многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в сохранение и приумножение лесных богатств России в связи с Днем работников леса. Он знает о каждом дереве, птице и животном, что обитают в его лесу, не допускает незаконной вырубки, не дает нарушать экологический баланс. В данное время мы справляемся. Вот видно сразу, вот, следа нету старого, нового следа нету даже. А мы в данное время справляемся с нарушителями. Люди уже осознали, поняли, что лес – это наше богатство. Без леса нет жизни. Самому не нарушать правила и не давать нарушать другим. Принцип мастера леса. Природа живет по своим обычаям, в ней гармонично все. Главное, чтобы человек ей не вредил. Там кабан выроет яму, или птичка ногой помашет. Семена уходят, и отсюда вот он называется естественное возобновление. Сам по себе, видите, вот этот клен, вот ясень, вот клен, вот дуб растет. Не дуб, а бук. Вот бук. Это все называется естественное возобновление. В руках таких людей, как Али Терхоев, будущее леса, его красота и здоровье. Он не просто лесничий, он мастер своего дела, безоговорочно преданный тому, чем занимается. Себя мужчина считает человеком счастливым. У него есть все. Прекрасная семья, 5 детей, один из которых решил пойти по его стопам, и любимая профессия. Амина Зязикова, Алисхан Гаравожев, Магаз 24.